процветающий Туркменистан. Блогеров заставляют снимать репортажи. К военной доктрине Кыргызстана добавили внешнюю агрессию. Узбекистан между Китаем и США. Туркменские чиновники вызвали местных блогеров и инфлюенсеров и поручили им продвигать в социальных сетях представление о счастливой и процветающей стране Туркменистан. При этом полиция предупредила их о том, что распространение любого контента, критикующего страну, запрещено и может повлечь за собой тюремное заключение. Напомним, до сегодняшнего дня режим Бердымухамедова жестко контролирует распространение информации в стране, отслеживая и блокируя независимые новостные сайты, социальные сети и приложения для обмена сообщениями. Однако многие жители страны продолжают использовать технологию VPN и другие инструменты, чтобы обойти интернет-ограничения. В последнем стремлении регулировать контент, который туркмены могут видеть в интернете, государственные чиновники недавно собрали блогеров и инфлюенсеров в нескольких областях и приказали им пропагандировать правительственный нарратив о счастливой и процветающей стране Туркменистан. На условиях анонимности некоторые из блогеров сообщили туркменской редакции «Радио Свобода» о том, что полиция сделала им предупреждение о последствиях распространения ими какого-либо контента с критикой правительства. За такие действия им грозит тюремное заключение. По их словам, чиновники также предупредили их, что даже ставить лайк или комментировать подобный контент запрещено. Это может рассматриваться как антиправительственная деятельность. Те, кого вызвали в полицию, это известные туркменские инфлюенсеры, так называемые лидеры мнений, которые используют Instagram, TikTok и YouTube для размещения видео, продвижения услуг и продуктов, рассказов о себе или выражения своей позиции по различным вопросам. Мне кажется, в Туркменистане нет оппозиции. Примечательно, что Туркменистан неоднократно упоминался как страна с самым медленным интернетом в мире. Британская компания Cable Co. UK в докладе о скорости широкополосного доступа в интернет в мире сообщила, что Туркменистан со средней скоростью интернета 0,5 мегабита в секунду стал страной с самым медленным интернетом из всех 224 стран, опрошенных в 2021 году. Власти Кыргызстана намерены внести в проект разработанной военной доктрины понятие «внешняя агрессия», а президент Садыр Жапаров заявил, что страна готова дать ответ любому агрессору. Предложение о внесении в военную доктрину Кыргызстана понятия «внешняя агрессия» прозвучало на заседании Совета безопасности страны 13 июня. Глава МИД КР Жээнбек Кулубаев, которого местные СМИ называют автором этой инициативы, заявил, что в военную доктрину надо обязательно ввести понятие «агрессия» или «внешняя агрессия». Вы помните, что у нас творилось в 2021 и 2022 годах. Поэтому наши действия против агрессии должны быть включены в эту доктрину, отметил глава внешнеполитического ведомства. Что такое конфликт, что такое военная опасность, все эти понятия, которые мы тогда, то, что не было в старой редакции, мы все это внесли новую. Напомним, что в сентябре 2022 года на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла серия боевых столкновений, жертвами которых стало немало мирных жителей. Аналитики считают, что конфликт был взаимовыгодным для обоих режимов, как для Рахмона, в общем по определению уже давно нелегитимного, так и для Жапарова, чей рейтинг неудержимо падает с момента инаугурации. Короткая стычка стала для двух стран моментом единения и позволила, например, Садыру Жапарову начать в стране массовые репрессии в отношении оппозиции и процесс ликвидации независимых СМИ. Исковое заявление Министерства культуры, информации и спорта, молодежной политики Кыргызской Республики к учреждению азаттых медиа о прекращении деятельности как средств массовой информации удовлетворить. Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник заявил, что ему непонятны слова министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова о китайской модели развития, которая развивается без свободы. По его словам, узбекский министр приводит в качестве примера неправильную страну. В своем интервью YouTube-каналу Alter Ego американский дипломат также прокомментировал пропагандистскую политику Москвы и Пекина. «Я не думаю, что это какой-то секрет, что в России действует очень активно машина пропаганды и дезинформации.
Есть множество изданий, которые публикуют заведомо ложную информацию. Вызов из Китая – это совсем другое. Но мы также видели, как КНР также повторяет часть дезинформации, исходящей из Москвы. 和你我知道。 После первого саммита Китай-Центральная Азия, состоявшегося в китайском городе Сиань в мае этого года, министр цифровых технологий Узбекистана Шерзот Ширматов опубликовал пост, восхваляющий китайскую модель развития. В своем интервью YouTube-каналу Alter Ego посол США в Узбекистане Джонатан Хеник также отреагировал на этот вопрос, заявив, что министр Шерзот Ширматов подобрал неправильный пример. Я, честно говоря, не понимаю его заявления и того, о чем он говорит. Я не думаю, что есть какой-то единый путь развития. Конечно, Узбекистан может пойти разными путями, и я думаю, что он подобрал неверный пример. Наблюдатели отмечают, что в последний год в связи с ослаблением влияния России на Центральную Азию в регионе обострилась борьба за влияние между США и Китаем, который с каждым днем демонстрирует все больше геополитических амбиций. Однако сам факт того, что иностранный посол свободно позволяет себе публично критиковать членов правительства суверенного государства, говорит о том, что каждая из крупных держав – США, Китай и Россия – считают Узбекистан неполноценной страной, которую надо рассматривать лишь как колонию.